Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Начинаем с истории ТАССР. В этот день, в 1955 году, село Новая Письмянка получило статус города с названием Лениногорск. Еще будучи селом в 40-х годах, именно Новая Письмянка стала центром нефтедобычи и сегодня остается колыбелью нефти Татарстана. В 1982 году в Нижнекамском районе село Камские Поляны преобразовали в поселок городского типа. В нем должны были жить строители Татарской атомной станции. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС строительство остановили. А вот поселок не только сохранился, но и получил развитую инфраструктуру. Это событие прошлого, но сейчас о главном на сегодня. Кто вы, мистер Юнг? Он достал схему атомной водородной бомбы. Каким был легендарный разведчик Исхак Ахмеров, о его пути и первых шагах в республике расскажет Рамиль Шайдуллин. Возвращение домой после 4 месяцев на посту. Счастью, ему не мог поверить, потому что 4,5 месяца на изоляции находиться. Как в республике ковидные госпитали возвращаются к плановой работе, увидел Слава Мухаммадулян. Мечеть и церковь вернулись на родину. Спусковым крючком было то, что подрядная организация написала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на сотрудников комитета. Почему по 2 деревянным объектам, которые были вывезены в Вологодскую область, подрядчик так и не выполнил работы? И какое решение будет приниматься сейчас, узнавала Зарина Ахметова. 1 миллиард 700 миллионов на поддержку бизнеса. В то время это была для нас очень большая поддержка. То, что люди были вынуждены находиться дома и все-таки получили хоть небольшую, но заработную плату. Будут ли работать и дальше меры поддержки предпринимателей, знает Алия Хайрудинова. Дни культуры Татарстана в Москве. Сегодня Рустам Минниханов с делегацией республики принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к столетию ТАССР. Напомним, Дни культуры в федеральной столице проходят уже с 12 августа. И вот завершающее мероприятие. Сегодня президент Татарстана принял участие в открытии памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и Хелен Лоури. Возложил цветы к вечному огню. Также осмотрел выставку «Шедевры из Казани» от Рериха до Кандинского. Обо всем по порядку. Дина Газалиева. Яркое солнце и голубое небо – это заслуга тех, кто 75 лет назад принес стране великую победу. Один из них – Исхак Абдулович Ахмеров, разведчик-нелегал, работавший с 1901 года по 1976 в США. В разгар Великой Отечественной и после Исхак Ахмеров с супругой Еленой Ивановной поставлял ценнейшие сведения, лично завербовав агентов из американских спецслужб и Госдепартамента. Набрал, конечно, самые редчайшие кадры. И Екатерина Исхаковна мне дала из семейного архива материалы. Вот Хелен Лаури в шляпе. Это вообще очень редкие кадры. Церемония открытия, участие в которой принял Рустам Минниханов, прошла с воинскими почестями. Торжественности, в то же время теплоту событию добавило участие курсантов Преображенского полка и близких родных четы Ахмеровых. Хочу прежде всего поздравить с столетием этой Татарской республики. Я не была ни разу, но мои друзья, знакомые, которые были поражены чистотой и красотой этой республики. Имя Исхака Ахмерова рассекретили только через 25 лет после его смерти. Мы даже, может, не знаем, какая величина его вклада в победу в Великой Отечественной войне. Но мы знаем, что этот человек всю жизнь служил нашей отчизне. И мы гордимся, что вот великий сын татарского народа сделал так много, и мы всегда будем помнить. Памятник установлен на средства Татарстана. Фоном ему служит вертикальная стела с накладным рельефом из нескольких элементов: Бруклинского моста, символа Нью-Йорка и Америки, и 2 силуэтов Московского и Казанского Кремлей. Еще одним ключевым событием сегодняшнего дня стало открытие выставки в Третьяковской галерее. На Крымском валу с сегодняшнего дня и по ноябрь будут выставлены экспонаты Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. 48 полотен, специально отобранных для этой выставки, приурочены к столетию ТАССР, кисти всемирно известных художников. В 2012 году в Третьяковской галерее уже проходило 2 большие выставки из Казани. Одна была приурочена к дню рождения Бакиюр Манче, другая – к юбилею Николая Фешина. Выставка «Шедевры из Казани» от Рериха до Кандинского расположилась в залах, которые рядом с основной экспозицией Третьяковки, одного из самых посещаемых музеев мира. Эта коллекция находится в Казани уже 100 лет, и это тоже очень важная дата.
Она осталась там после большой государственной выставки, организованной молодым советским правительством. Работы Кандинского, Родченко, Степанова, Рериха, Ларионова и ряда других теперь будут радовать глаз и москвичей, и гостей столицы. Работы этих мастеров из Казанского музея постоянно участвуют в международных и российских выставках. Сегодня же делегации республики были возложены цветы к вечному огню и памятнику маршалу Жукову. Дань памяти 75-летию Победы. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. А в эти минуты в Международном доме музыки идет гала-концерт мастеров искусств Татарстана. В числе зрителей Рустам Минниханов и Сергей Собянин. Подробности в нашем вечернем выпуске в 21:30. Агент Юнг, он же Билл Грейник. В жизни Исхак Абдулович Ахмеров, путь которого начался в Казани. Человек-легенда, о подвигах которого узнали спустя десятилетия после его смерти. Исхака Ахмерова называют одним из самых влиятельных асов разведслужбы. При этом он был неизвестен широкой общественности. Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в США в самое суровое время для нашей страны, в годы Великой Отечественной. Каким был самый секретный татарин, узнал Рамиль Шайдуллин. Сентябрь 1941 года. На американскую военную базу Пёрл-Харбор летят бомбы. Нападение организовывает Япония. Примерно в это самое время в Балтимор приезжает молодая пара, начинающая пошив меховых изделий. Они прекрасно говорят на английском, хорошо ведут дела и ладят с местными. Никто не знал, что оба советские шпионы. Вот такого у нас высокого уровня, как говорится, разведчиков не было. Все-таки это нелегальная разведка, это же совсем другое. Два этих нелегальных разведчика были Исхак Ахмеров и его супруга Хелен Лоури. Они познакомились в Америке. Долгие годы Исхак Ахмеров возглавлял здесь нелегальную советскую резидентуру. Только за военные годы их семья переправила в Москву почти 3000 фотопленок с материалами государственной важности. Он достал из американских источников, институтов схему атомной водородной бомбы. Но мало кто тогда знал, что родом агент Юнг или Билл Грейник, как его называли там, из татарской семьи на Южном Урале. Он родился в 1901 году в городке Троицк. Затем младенцем его перевезли в Татарстан. В 12 лет его привозят в Казань. Из подмастерья он вырастает до депутата горсовета. То есть вот в Казани уже в это время он участвует во всех, можно сказать, крупных вот таких событиях. Выставку в честь Исхака Ахмерова в Казани впервые представили 2 года назад. Главный хранитель фонда Индуся Мингазова скрупулезно собирала вещи годами. Помогли родственники разведчиков. Именно они и рассказали. Исхак Ахмеров всю жизнь гордился своим происхождением. Маргарита, например, мне так рассказывала, что значит, отец их записал в паспорте татарами. Да. А вот в этом доме он работал последние годы своей жизни в Казани, с 20 по 21 годы. Тогда здесь находился наркомат просвещения. Об этом гласит и памятная табличка. В Казани гордились и гордятся своим легендарным земляком. Например, в одном из новых жилых комплексов есть улица его имени. Правда, не все знают, кем он был. Ну, наверное, защиту Родины. Раз уж его в честь назвали эту улицу. Слышал только о том, что он участвовал, по-моему, в Великой Отечественной войне. Великий агент, который спасал страну в самые суровые годы, но имя его широко стало известно только в новом тысячелетии. Великий мистер Инкогнито, секретный агент, который так и не был раскрыт. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. А сейчас о героях нашего времени, которые тоже возвращаются с передовой. Они рисковали своей жизнью, не видели свои семьи месяцами, жили в общежитиях и гостиницах, а защитный костюм стал для них неотъемлемым атрибутом. Это медики татарстанских ковидных госпиталей. С этой недели они возвращаются к обычной жизни. Сегодня закрылся прием пациентов с коронавирусом во временном инфекционном госпитале при РКБ. Салават Мухаммадуллин наконец увидел лица героев и сказал им спасибо. 3 месяца мы говорили спасибо врачам через телеэкран. Это была наша поддержка всем медикам, которые в эти дни были на передовой и сражались за наши жизни, рискуя своей. И вот сегодня мы лично благодарим героев, наконец, снявших защитные костюмы. Дорогие наши врачи и медсестры, мы хотим сказать вам большое спасибо и примите от нас эти белые цветы как символ чистоты, благородности. Еще раз большое вам спасибо за ваш труд.
На улыбки уже нет сил. Устали, признаются врачи и медсестры. На страх не оставалось уже ни времени, ни мыслей, да, была какая-то ответственность за пациента. Отодвинув на второй план свои семьи, здоровье и вообще жизнь, они практически жили в госпитале. Михаил Бурмистров дома не был с 10 апреля. Уже 4 месяца его ждут 2 сыновей, а он все на посту. Руководитель временного инфекционного госпиталя отвечал не только за пациентов, а еще и за 314 своих врачей, лаборантов, медсестер, санитарок, буфетчиц и уборщиц. На ковидном фронте есть одно звание – медик. Это уже даже как-то словами сложно описать, понимаете? Как хочется вернуться в привычную жизнь, в том числе семья же, ведь привычная жизнь составляющая не только семья, это еще работа, это друзья. Хочется, понимаете, обниматься уже с друзьями, как говорится, посидеть. И сегодня он от всей души срывает таблички при входе во временный инфекционный госпиталь. Утром вышел приказ о том, что он прекращает прием ковидных пациентов. С удовольствием это делаем, с облегчением. Несмотря на то, что госпиталь перестал принимать пациентов с коронавирусом, двери в эту самую красную зону еще закрыты. Дело в том, что за этой чертой еще остаются больные ковидом. Как только их выпишут, здесь начнется большая дезинфекция. А после нее уже плановый прием пациентов. Госпиталь станет травматологией. Хирург Михаил Бурмистров снова начнет оперировать. Отдыхать им некогда. Хотя перед глазами все еще тот самый первый поход в палату для больных коронавирусом. Страшно, конечно. Даже вот мурашки по коже идут. Ощущения непередаваемые просто. Но это все позади для персонала большинства ковидных госпиталей. Всего их было 26. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному режиму. Будет организована дополнительная смена работы, как в поликлинике, так и в стационаре для приема пациентов. И мы планируем в кратчайшие сроки, конечно же, пригласить пациентов, которые ожидают нашей помощи. Так что впереди у врачей новый бой. Хотя после пандемии кажется, что для них уже нет ничего страшного. Испытания ковидом они прошли. Прошли вместе одной командой. Салават Ахмадуллин, Алмазетдинов, ТНВ. Казань. Деревянную мечеть и церковь, которые вывозили на реставрацию в Вологодскую область, вернули в республику. Напомним, больше года они находились на реставрации, и фактически мечеть должна была уже вернуться восстановленной в родное село. Однако, по словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия, реставратор нарушил установленные сроки и условия договора, а также требования по сохранности исторических объектов. В итоге некоторые части деревянной церкви Искамского устья сгнили и фактически утеряны. Кто теперь возьмется за восстановление духовных храмов и возможно ли их вернуть к жизни, узнавала Зарина Ахметова. В связи с тем, что они хранились ненадлежащим образом, они поросли фактически мхом, водорослями, где-то есть уже поражение грибницей. Вот так теперь выглядят некоторые части деревянной церкви Искамского устья. В прошлом году ее и мечеть из села Большая Елга вывезли в Вологодскую область для реставрации. То, как историю пытались спасти, оберегая и пронумеровывая каждую деталь, мы снимали еще в апреле прошлого года. Тогда многие старожилы провожали историческую и духовную ценность со слезами и очень ждали возвращения. Представители духовенства и комитета по охране объектов культурного наследия были уверены, что передают исторические ценности в руки лучшего мастера. Однако уже в декабре 2019 года к нему возникли вопросы. Не выполнять свои договорные обязательства в части сроков, в части, стоимости работы. Приняли решение, изъять. На то было, конечно, и много других причин. Условия хранения. Сейчас оба храма находятся в разобранном виде на территории промпарка в Лаишевском районе. И если мечеть еще удалось спасти, то вот церковь частично пострадала. По словам экспертов, зимой деревянные части исторических объектов лежали под снегом, а весной в луже. Теперь использовать их восстановление нельзя. По сути, сейчас по первоначальным срокам реконструкцию мечети должны были уже завершить. Но в итоге на сегодня отреставрированы только стены. Это примерно 50% работ. Что касается церкви, то здесь к реконструкции подрядчик даже не приступал. При этом стоимость работ по объектам постоянно менялась. В начале этого года реставратор Александр Попов заявил, что финансирования для проведения всех работ не хватает и просил увеличить смету с 20 до 49 миллионов рублей. В конце 2019 года того же он начал говорить, что ему не хватает средств, и мы выяснили, что
большинство видов работ просто не выполнены, которые были прописаны в договоре. Соответственно, ему давался и там первый шанс, и второй, и третий. Было много совещаний, когда он говорил, что не хватает средств. К решению вопроса о сохранении памятников деревянного зодчества подключился президент республики. И в мае договоренности достигли. Планировалось, что мечеть Александр Попов и его команда завершат сами, а церковью займутся татарстанские мастера. Но в итоге приняли решение договор расторгнуть. Мы пошли на все его условия. Спусковым крючком было то, что подрядная организация написала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на сотрудников комитета, причем с формулировкой о том, что неизвестные ему лица похитили у него церковь с его базы в Кириллове. Те договоренности, которые были, он сам же отмел. Сегодня за работы взялся татарстанский подрядчик. Опыт работы с историческими объектами у него есть. Восстанавливать духовный храм помогать будут и мастера из Костромы. Предварительно завершить работы по мечети планируют весной следующего года. Будем принимать решение какие-то элементы менять. Вот. Значит, основной момент, значит, это все собрать, заново спортизировать какие-то элементы, какие-то нюансы. Вот. И после этого уже заново это все будет разбираться. Но эпопея с предыдущим реставратором пока не завершилась. От Александра Попова ждут всей документации по проведенным работам. Кроме того, комитет планирует обратиться в правоохранительные органы по факту повреждения объектов историко-культурного наследия. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. 500 000 на первоначальный взнос. Сегодня новоселье празднуют 154 семьи Альметьевска. В новом микрорайоне Западные ворота сдали дом по соципотеке. Кто-то ждал ключей 10 лет, а кому-то повезло. Получили всего за год. Вместе с новоселами новый дом оценил и премьер Алексей Песошин. Какие еще изменения, которых ждали десятилетиями, произошли в столице нефтяников? И кто получил соципотеку без первоначального взноса, узнала Филюза Хамидуллина. Здесь мы планируем поставить шкаф. Современная сантехника, красивые обои, просторный балкон – это двухкомнатная квартира Вахитовых. И главное – своя. Жилье по программе соципотеки им дали с предприятия. Мы снимали квартиру пару лет. Вот. И вот так повезло, до нас зашла очередь, и мы получили квартиру. Леонтьевой Серафиме Павловне. Вместе с Вахитовыми сегодня еще 153 семьи получили ключи. Их вручил премьер Алексей Песошин. Многие работники Татнефти. Первоначальный взнос в 30% внесла компания. Еще 200 тысяч спишут после рождения ребенка. До этого снимали квартиру в течение 7 лет. Большие квадратуры, коридоры большие, уютно уже. Планировка хорошая. Многоэтажный дом построили за 2 года. Рядом соорудили детскую площадку. Современные качели, аттракционы для молодых семей создали все условия. Со дня на день свои двери должен открыть и новый детский сад. Он стоит прямо напротив этого дома. Решить жилищный вопрос по доступной цене татарстанцам помогает программа социальной ипотеки, реализуемая Госжилфондом при президенте. Планы по республике достаточно серьезные. Мы столько никогда не строили. Почти 3 миллиона квадратных метров жилой площади намерены сдать и далее наращивать объемы. Город растет, и жителей все больше. Альметьевску давно нужны были новые очистные. Большой проект стартовал еще 2 года назад, а ждали его десятилетия. В последнее время не меньше. Меньше. Было много. Сейчас меньше. Современная система биочистки сточных вод – уникальное решение не только для города, но и для всей республики. 1 400 000 000 рублей выделили из федерального бюджета. Все работы на очистных планируют закончить уже к концу года. А это уже Альметьевская ЦРБ. С 1975 года в стационаре ни разу не было капремонта. В планах не только его отремонтировать, но и построить новый корпус. 2-й этаж, обсервационное отделение. То, что новое с нашей точки зрения. Универсальные палаты, диагностический зал, операционный блок, реанимация – все будет в одном медцентре. Сегодня с проектом ознакомили и премьер-министра. Построив новое здание, отремонтировав существующий стационар, соединив их в одно, мы будем готовы к любой пандемии, к любой чрезвычайной ситуации. Если проект одобрят, новый корпус обеспечит медпомощью весь юго-восток республики. И примыкать будет к этому нашему зданию хирургический корпус. Это уже почти готовый хирургический корпус детской больницы. Строить его начали год назад. Уже к октябрю ждут первых пациентов. Хирургия требовалась, давным-давно нуждалась, потому что хирургическая помощь у нас оказывается деткам нашего района и близлежащих. Это в Лениногорской центральной районной больнице.
Значит, и дети наши вынуждены кататься с болями в животе, с острыми. 144 миллиона рублей выделили из республиканского бюджета. Также решили проблему с кадрами. Только за год привлекли 2 детских хирургов. Как отметил сегодня Алексей Песошин, несмотря на экономические сложности, все республиканские программы и мероприятия в рамках нацпроектов будут сохранены. Илюза Ахмедуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Татарстан выделил более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на поддержку бизнеса в период пандемии. Эти деньги направили на микрозаймы, поручительство по кредитам и субсидии малого и среднего бизнеса. И, как сегодня стало известно, республика продолжит поддерживать бизнес. Это несмотря на снятие ограничений. Напомним, в Татарстане действовало более 30 мер господдержки. Насколько они оказались эффективными и как бизнес возвращается в прежний ритм, наблюдала Алия Хайрудинова. Это столовая первого лицея Зеленодольска. Здесь печи и плиты не работают уже 5 месяцев. Но коллектив удалось сохранить и только благодаря мерам поддержки предпринимателей. Дело в том, что за школьное питание здесь отвечает отдельная организация. Они обслуживают 13 школ Зеленодольска в формате шведского стола. В штате 113 человек. Ни один не уволен. При условии сохранения штата, то, что мы выполнили, и за апрель и май наши работники получили субсидию в размере 12 130 рублей на каждого работника. Сегодня в республике 150 тысяч предпринимателей. Все 4 ковидных месяца для них работали 30 мер господдержки. К примеру, каждый третий смог отсрочить уплату налогов. Каждый четвертый получил субсидии на неотложные нужды. На это из федерального бюджета пришли 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Одна из самых востребованных мер поддержки наших предпринимателей – это было беспроцентные и кредиты под ставку по 2%. Преимущество, в частности, 2% кредита заключалось в том, что при соблюдении численности 90%, соответственно, та сумма кредита, которая она выдавалась, она к концу срока просто списывалась. Серьезную поддержку ощутили и самозанятые. Их сегодня в республике 75 тысяч. Им вернули налоги за прошлый год, предоставили налоговый капитал в размере МРОТ. И консультировали по различным вопросам. По словам бизнес-омбудсмена, за 4 месяца получили 13 тысяч обращений. Это в 3 раза больше, чем за 7 лет работы Института по поддержке предпринимателей. Количество вопросов сейчас стремительно падает. Вообще тональность обращений поменялась уже 12 мая. Сейчас, конечно, основной запрос от предпринимателей – это повышение спроса на их продукцию, на услуги. То есть вопрос перешел в несколько иную плоскость. Многие предприниматели не вошли в перечень мер федеральной поддержки. К наиболее пострадавшим от пандемии их не причислили. Для таких бизнесменов был создан региональный пакет мер поддержки. Тогда его утвердил президент Рустам Минниханов. В текущем году уже направлено более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на льготные микрозаймы, поручительство по кредитам и субсидии. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Чем выше скорости, тем больше радости. В Камских Полянах прошли юбилейные гонки на картах на Кубок ТАИФ-НК в 10-й раз. 16 команд из 10 районов республики выясняли, кто же быстрее, а главное техничнее. Чудеса высшего пилотажа увидел и Рамиль Шайдуллин. Здесь не развивают скорости звука, но заставляют покрышки дымиться. Это не экстремальные гонки, но здесь уходят в занос. В Камских Полянах традиционные гонки на картах. Планировали это все празднично, более масштабно сделать, но, к сожалению, пандемия помешала нам этого сделать. Но, тем не менее, у нас сегодня представительство 16 регионов. Все норма. Как и в больших гонках, здесь есть пит-стоп, где 56 водителей готовят машины к очередным заездам, как Матвей Сорокин, гонщик из Кукмара. Думаю, занять призовые места на этих соревнованиях. Спортсмены соревнуются в 4 классах. Пилот, стриж, 125 стандарт, Honda 200. Отдельные заезды для спортсменок. В этом году мальчики и девочки отдельно, а в остальных были всегда вместе. К слову, девушки здесь ездят не хуже других гонщиков. Многие не первый год в спорте, как Полина Андреева. За рулем уже 3 года. Там интересно, всякие обгоны, это очень классно. Я сама водитель, папа водитель, ну и ребенок водитель. Команде Сармановского района повезло. Таких уверенных водителей сразу 9. Пока ребята выступают очень хорошо. Старания дали свои плоды. Сармановцы завоевали 1-е место в командном зачете. Выигрыш.
Ради таких торжественных моментов все пилоты боролись до последнего. Да, тяжело было, соперники были тяжелые, но занял первое место. Остался на третьем, потом стартовал первым, потом снова пришел первым и вот первое место занял. Гонки на картах на Кубок Таиф НК прошли в 10-й раз. В этот раз пришлось ограничить места для зрителей, но гонки прошли не без болельщиков. За высокими скоростями следили с повышенным вниманием. Рамиль Шайдуллин, Шатаюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамский район. Пока это все новости, о которых мы успели вам рассказать. Далее о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! В республике установилась прохладная погода и пока изменений не предвидится. Об этом чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево среда будет малооблачной, но прохладной, плюс 15. Осадки не ожидаются. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также прохладно, около 16 градусов выше нуля, местами дождь. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше синоптическая ситуация схожа с другими районами республики. Малооблачно, без осадков, температурный фон пониженный. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси вероятность осадков небольшая, сохраняется прохладная погода. Ночью тоже холодно, всего плюс 6. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном столбики термометров не дотягивают 20-градусные отметки. Будет ясно и без осадков. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше также пока без изменений, осадки не ожидаются. Холодные воздушные массы остужают воздух, и в последующие дни сохранится такая же погода. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 августа в аптеках «Экона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс – 219 рублей. Тантум Верде – 259 рублей. Троксивазин – 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани в среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 10, днем 17 градусов выше нуля. Ветер будет северо-западного направления, умеренный до сильного. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%. В магнитном поле Земли без заметных изменений. И еще одна интересная информация. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77.